Пан Гризлов, відповідаючи на запитання членів відеоконференції, звернувся до українських делегацій, що, мовляв, ви задаєте питання, але це питання ОРДЛО, тому що це територія, що належить ОРДЛО. Звичайно, я не міг не відреагувати. Я попросив Гризлова вибачитися за таку неточність, бо це українська територія, вона визнана всіма міжнародними документами, до речі, і президентом Російської Федерації. Журналист Сергей Гармаш, консультирующий украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по Донбассу как представитель от Донецкой области, рассказал подробности вчерашнего заседания. И вот что он сказал. Вчорашня ТКГ була унікальною. Про це заявили відразу два модератора підгруп від ОБСЄ. Посол Морель, політична підгрупа, сказав, що не стикався з таким за всі 50 років його дипломатичної практики. Посол Чевік, підгрупа з безпеки, теж підкреслив, що вперше за роки роботи в ТКГ закрив засідання однієї підгрупи достроково. Модератор гуманітарної підгрупи нічого такого не говорив, але її робота також продовжує блокуватися колаборантами з ОРДЛО. А чем, по-вашему, вчерашнее заседание было уникальным? Ну, во-первых, все-таки мы должны сказать, что опасения, ну, у меня были мои личные опасения относительно назначения господина Кравчука, первого президента Украины Кравчука, в трехстороннюю контактную группу руководителем, они и вчера, и предыдущими его заявлениями уже в рабочем режиме, они были развеяны. И я очень ему благодарна, что он пытается и отстаивает интересы Украины. И вот эти вот красные линии, которые заявлял в свое время офис президента, он не переходит, даже более. Мягкая такая сила, он умеет, он дипломатичен очень. Принудить Российскую Федерацию признать, что все-таки ОРДЛО — это не некое отдельное образование, а это часть Украины. Просто вот ситуация сложилась так, что она оккупирована, да, и там велись и ведутся боевые действия. Это тоже надо еще смочь. Это первое. Второе. Мне очень радостно, честно, вот я просто радуюсь, когда мы хоть на шаг, на полшага, на, не знаю, там, на четверть шага Российскую Федерацию перегоняем. Вы думаете, мы ее перегоняем сейчас? Ну, вот сейчас вот местами мы, вот то, что сейчас делают и блокируют работу, мы просто сейчас спокойно, дипломатично должны обратиться все-таки к нашим партнерам европейским, которые недавно на уровне советников Нормандской четверки встречались, и еще раз показать, кто на самом деле не хочет мира на Донбассе.